Боец из Кыргызстана Дастан Шаршеев уверен, что на чемпионате мира по ТНА в Казани его засудили. Спортсмен опубликовал сообщение, в котором рассказал, что по правилам турнира ему должны были присудить победу. Однако по непонятным для него причинам этого не было сделано. Спортсмен заявил, что ранее никогда не оспаривал решение судей, но нынешний случай стал беспрецедентным. На опубликованном видео видно, что после того, как он отказался покидать ринг из-за несправедливости, судьи угрожали ему депортацией из страны, а после матча его забрали в полицию, где долго допрашивали и оказывали психологическое давление. Ничего страшного, мы везде. Ничего страшного. Сейчас тебя просто депортируют из страны, и ты тогда сюда вообще не вернешь. Или же закроют. Смысл какой? Нету такого. Спокойнее, спокойнее. Все, пошли. Спокойно. Пошли. Вот и все. Пошли. Давай. Все. Тебя и так зал поддержит. Свое мнение по этому поводу нам выскажет эксперт, вице-президент Академии ММА в Кыргызстане Сейтек Уморов. Здравствуйте, Сейтек, добро пожаловать к нам в студию. Скажите, пожалуйста, вот вы посмотрели видео, и что вы думаете о победителе? Ну, я посмотрел видео, видно, что действительно присудили. Я так скажу, то, что турнир, он с относительным рейтингом. По масштабу проведения турнира видно, что есть фанаты, есть люди, которые смотрят на этот турнир. Я скажу то, что судейская коллегия неправильное решение сделали, так как данное решение будет влиять на рейтинг турнира. Это раз. И видно, что маркетинг и менеджмент данной организации работают только внутри страны. Они работают для своих фанатов. Исходя из этого, можно вывод делать, то, что после таких решений бойцы будут отказываться от таких турниров и не будут даже рассматривать их предложения на выход на бой. Наносит урон репутации турнира. Скажите, а как вообще можно избежать несправедливого судейства на международных соревнованиях? Потому что Дастан утверждал, что в словах и поступках судей наблюдался шовинизм некий. Ну, возможно, и такие версии. Я посмотрел данное видео, уже около 200 тысяч просмотров. Это уже означает то, что около 200 тысяч фанатов, которые разочаровались в судейской коллегии, да? Вообще, насколько распространен этот метод? Такой вид, так скажем, решения бывает, то есть такие факты встречаются, но как бы сейчас для таких рейтинговых промоутерских организаций опасно это делать, так как есть уже интернет, сеть, телевидение, бороться только можно таким путем. Средства массовой информации должна сейчас в свою очередь поддержать, люди должны поддержать, выпускать в соцсети и говорить то, что это неправильно. Сейтек, поговорим об общем. Скажите, ММА в Кыргызстане активно развивается в последние несколько лет. Скажите об успехах кыргызстанцев в этой области. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Согласен. Последние, наверное, 5 лет в Федерации данного вида спорта по боям без правил, по ММА активно развивается. Ее ряды включается очень много молодых ребят с хорошим потенциалом. В свою очередь они приступают на уровень рейтинговых боев, а бойцы, которые уже давно в этой сфере, так скажем, работают, они уже стали профессионалами, и профессионалами не только на уровне Кыргызстана. Наши турниры довольно хорошего уровня, к нам приезжают бойцы из разных стран, то есть уважают наш рейтинг, и в свою очередь, в принципе, на уровне Центральной Азии актуальными последние 2 года стали наши бойцы, то есть кыргызские бойцы. Скажите, чем объясняется популярность ММА в нашей стране? Это в первую очередь интерес людей, фанатов. У нас такой народ, мне кажется, любит зрелище, и любой турнир у нас в Кыргызстане проходит аншлагом. Видно, что и не только
фанатов много, но и бойцов с хорошим потенциалом, которые стремятся к, так скажем, совершенству. А самая такая большая цель — это выйти на большие турниры, как UFC, Bellator, где уже выступает наш боец Валентина Шевченко, чем мы и гордимся, так скажем. Спасибо, Сейтек. Я напомню, что об ММА в Кыргызстане мы поговорили с вице-президентом Академии ММА в Кыргызстане Сейтеком Оморовым. Спасибо, Милан.